Добрый вечер. Ага, сегодня наше третье занятие школы блогеров Общественной палаты Республики Саха-Якутия посвящено созданию и ведению дневников в Якутуру. Ага, здесь у нас присутствует Павел Иванов, он основоположник и первый модератор дневников ЯКТРУ. И рядом со мной сидит Никифор Иванов, он публикуется в дневниках, у него ник 17. Ага. Сегодняшнее занятие мы построим таким образом. Вначале я хочу попросить моего друга Павла рассказать, как создавались дневники, его опыт работы с подписчиками и так далее. Потом я сделаю презентацию, как создать пост на дневниках ЯКТРУ. И потом дадим слово Никифору, он расскажет про свой опыт работы в дневниках ЯКТРУ, и мы ответим на вопросы. Так, ну вот в 2014 году, после возвращения из командировки в Токио на российско-японский год боевых единоборств, когда мы участвовали на мероприятиях, посвященных 50-летию Ниппон Будокан с участием императора и императрицы Японии, Павел Иванов нашел меня в Алмаз-Эргенбанке и предложил публиковаться в дневниках ЯКТРУ. Вот и считайте, 7 лет я уже занимаюсь блогерством в дневниках. У меня свыше 700 публикаций накопилось вот за 7 лет. Вот, и я хотел бы попросить моего друга Павла рассказать историю создания и его советы будущим авторам дневников. Так, пожалуйста, Павел. Николай Андреевич, спасибо, здравствуйте. Приветствую всех участников мероприятия. Изначально хочу поправить вас, модерацией я не занимался. Это был, курировал весь проект. Моя задача, передо мной стояла задача по привлечению интересных авторов, из которых и Ник 17, Николай Андреевич, с кем вы являетесь. Собственно, хотел бы немного рассказать изначально про проект, про его создание. Есть возможность дать мне демонстрацию экрана открыть? Ага. Так, сейчас демонстрация экрана. Не, подожди, где-то мы можем дать тебе... Ага, все, дал. Да, так. В принципе, история создания дневники, которую не является никакой тайной. Есть открытый пост, который был создан накануне десятилетия проекта. Это было в 2015 году. Проект заработал, датой запуска проекта считается 11 декабря 2005 года, когда сообщение, объявление об этом вышло на главной странице КТРУ. Потом, сервис, естественно, в ногу со временем несколько раз менялся. При этом дизайн менялся каждый раз в лучшую сторону, притягивая новых и новых авторов. И, соответственно, самый последний вид, который представлен сейчас, он был разработан накануне как раз десятилетия и держится до сих пор. Соответственно, за все это время дневники подвергались изменениям. В частности, последней редакции была отключена возможность ставить дизлайки. Соответственно, сейчас дневникам уже 16 лет. Исполнилось в октябре. Что касается небольших советов, в принципе, люди, как и везде, любят интересные истории.
Это в основном рассказы о поездках, причем не только в дальнее зарубежье, но и небольшие села, поселки. В частности, еще могу сказать, что люди любят. Люди любят еду, интересные рецепты, ну и, соответственно, новые открытия в сфере кулинарии. В частности, очень большим интересом пользовались блоги наших кулинаров. А потом уже идут различные клубы по интересам, люди с необычными увлечениями. Ну, что касается, что люди не любят, это люди не любят, когда все написано скованным бюрократским языком, можно просто применять просторечные выражения. Ну, люди любят простоту. Люди любят, когда пишут, вот, допустим, один из нас о чем-то выражает свое мнение о каких-то явлениях, которые происходят на протяжении вот нашей жизни. Чему-то возмущается, вот что-то очень любят обсудить что-то очень злободневное. И причем думаю, что так и было и тогда, и думаю, что так есть и сейчас. Ну, сейчас я никак не связан с дневниками. Там я работаю в совершенно другой отрасли, совсем в другом направлении. Но, думаю, дневники сейчас становятся все лучше и лучше. Ну, соответственно, вот все, что я кратко могу рассказать. Вот если есть, ну вот вижу то, что у кого-то есть вопросы, вот можете вот прямо сейчас задать, потому что я до конца мероприятия не смогу участвовать. Вопросы Павлу Николаевичу? Вопросы Павлу? Ага. Есть вопросы? Ну, вопросов нет. Спасибо, Павел. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич, спасибо всем участникам. Ну, я некоторое время еще поприсутствую, тут послушаю. Хорошо, тогда приступаем к презентации. Ага. Как зарегистрироваться на ЕКТРУ и как этот. Ага. Так, вот я сделал презентацию. Видно, да? Видно? Видно. 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 Ага. Так. Ага. Ну вот, уже сказали, 11 октября 2005 года начало дневников, то есть дневникам уже 16 лет. Так вот, если вы впервые зайдете на ЕКТРУ, и вот сбоку будет регистрация «Войти». Ага. Если у вас нет регистрации, вы нажимаете на регистрацию, и у вас появляется такое вот окошко. Ага. Вот здесь вы сами выбираете себе имя. Ага. И потом выбираете себе пароль. Ага. И нажимаете синюю кнопку. Так, здесь вам приходит, то есть здесь приходит вам смс-ка. Ага. Ага, здесь придет смс-ка, вы вот эту смс-ку включаете и тоже нажимаете синюю кнопку. Ага. Вот, и здесь вам надо будет продумать. Я сам плохо вижу здесь. Ага. Вот. И здесь вы пишете этот пароль, потом этот пароль нажимаете. Ага. Вот, то есть вы идете, как встают вопросы, вы на них сразу отвечаете. Ага. И вот здесь
свой пароль написали, потом внизу этот самый есть, что вы согласны с условиями этого, с условиями Якитру. Вот эту не забывайте нажать. И здесь этот самый вы заходите. И здесь пишите свое имя, дату рождения, пол, и этот адрес электронной почты. И на адрес электронной почты приходит письмо, и вы по этому письму подтверждаете свою электронную почту. Это обязательно надо сделать, потому что если вы забудете пароль, там так далее, вы тогда пишете логин, вот здесь войти, да, забыл пароль, и вам автоматически на электронную почту придет этот ваш забытый пароль. Ага, вот все, ура, вы зарегистрировались в Якитру. Так, вопросы есть? Ага, вроде нет, так? Вы зарегистрировались, да? И вот я тоже вот зарегистрировал вчера новый аккаунт Mido RM. Ага. И вот здесь вот зеленая кнопка «Добавить запись». Ага. Вы ее нажимаете, и появляется такая вот с левой стороны, да, страничка. И вы просто как в обычном текстовом редакторе, вот как в Word том же, да, вы просто наверху набираете название поста, внизу набираете текст. Ага. То есть на самом деле, если вы, например, только пишете текст, то на этом сразу можно опубликовать и все. Но пост, блог, он отличается тем, что вы можете не только текст, вы можете туда добавить картинку, можете добавить видео, можете добавить ссылку на видео в YouTube и так далее. То есть это мультимедийная такая форма, новая форма публикации различных статей, там, контента различного. Вот здесь этот как добавить картинку, да, то есть вы нажали добавить картинку, вот здесь она, вот здесь наверху, вот есть этот добавить картинку, есть такая маленькая, да, туда нажимаете наверху, и там выходит этот загрузка изображений, и вы там у себя на компьютере ищете картинку, ага, и ее отбираете, и она у вас появляется вот загрузка изображений. То есть вы с нее можете загрузить изображение в свой текст. То есть вы можете не одну картинку выбрать, а выбрать там несколько и за один раз. И потом постепенно их по одному включать в текст. Ага. Вот здесь выбрали картинку и добавить и выбранные. Нажимаете ее, и вот эта картинка появляется у вас в этом вашем посте. Ага. Вот, и здесь если весь ваш текст будет выходить на первой странице, читателям будет очень тяжело это восприниматься, поэтому делают такую черточку, отбирают то, что видную часть и невидную часть. Но называют подкатом. Кат, английское слово, вот ставим кат. Вот, и кат вот здесь наверху есть этот рисунок, там разбитые напополам страницы, и там вот кат написан. И ее нажимаете, и здесь вот появляется такая вот на видимую и невидимую части ставим кат, и под ним такая полоса. То есть то, что будет ниже этой полосы, оно сразу видно не будет. Оно будет видно, когда человек войдет в этот пост. Ага. Вот здесь мы уже сделали кат, и теперь можем просто печатать текст, да? Но давайте попробуем добавить видео. Вот здесь добавить видео, здесь наверху нарисована вот эта катушка с фильмом. Ага, и вот ее нажимаем, появляется выбрать файл. Ага. Вот здесь то же самое, заходим, ага, выбрать файл, выбираем, идет загрузка.
Но смотря от скорости вашего интернета, это будет занимать определенное количество времени. Если у вас медленный интернет, это может занимать очень много времени. Вот, и когда загрузится, появится картинка, видео, и внизу будет кнопка синяя «Вставить». Ага. Ну, вы этот самый нажимаете кнопку «Вставить», и у вас в блоге появляется вот такое изображение видео. И дальше показываем, как ставить ссылку на видео в YouTube. То есть вы можете в своем посте ставить ссылки на видео в YouTube. Вот здесь, так, в предыдущем, вот здесь есть цепь такая наверху, как цепь, и написано link, это вот ссылка. Вот нажимаем ее, когда нажимаем ее, выходит вот такое окошко, такое табличка, и там внизу надо добавить адрес электронный, адрес в интернете, URL так называемый. Вот, например, до этого находим адрес этого видео, вставляем, и вот здесь появляется вот ссылка на видео синим цветом. Ага. Вот, и можно также добавить ссылки на сайты, можно добавлять музыку, то есть, ну, все можно. Вот, но если, например, вы используете в своем посте не только свои, да, материалы, но еще чужие, то можно сделать цитату. То есть, нужно сделать цитату, чтобы не нарушить права вот этого человека. Ага. Здесь вот цитата наверху, вот этот кавычки, это цитата. Цитата. Ее нажимаете, здесь сразу появляется слева зеленая такая полоса, туда вставляете текст, и вот выходит, да? И чтобы показать, откуда вы взяли, вы можете, например, отметить слова над ним, да? И тоже нажать на ссылку, линк наверху. Ага. И тогда тоже появится вот эта табличка ссылки, и туда вставляете ссылку. Ага, вставляете в ссылку, и здесь это будет, например, текст будет черным цветом, а ссылка будет синяя. И сразу понятно, что если нажать на эту ссылку, вы попадете в источник. Ага, вот. И ссылка выделяется цветом. Ага. Вот. И здесь внизу там тема, сообщество, там так далее. Это в принципе для начинающих не актуально. Поэтому вы можете, главное, комментарии да, чтобы люди могли выражать мнение насчет вашего поста. Комментарии обязательно должны быть включены. Но если вы не любите хейтеров, ну, хейтеры это те, которые вас не любят, или просто которые любят дразнить других людей, да? Вот. Но с другой стороны, чем больше у вас хейтеров, это значит больше популярности. У меня вот самое большое количество комментов в посте было больше 500. То есть это был пост про Михаила Ефимовича Николаева. И вот очень много было различных мнений. Я всем отвечал и дошел до более 500 комментов. Вот. И нажимаете вот зеленую кнопку «Опубликовать». Ага. И у вас появляется этот самый окошко уже, опубликованный пост. И продвигайте свой пост вот тоже зеленой кнопкой. Обязательно ее нажимайте, потому что есть такая система продвижения в дневниках, да? Она как работает, я не знаю, но она, если вы нажимаете, то вашу публикацию могут каким-то образом продвигать, чтобы ее видели больше читателей. Вот, и когда вы нажмете кнопку, ваш пост принят в систему продвижения, да, все, и потом нажимаете вернуться к посту, и вот. И дальше смотрим, что у нас получилось. Это вот я вначале картинку поместил, потом поместил видео,
ссылку на YouTube. Это вот на предыдущем занятии Ольга Григорьева рассказывала про Инстаграм. Да, ссылку вот на это. И внизу этот самый я поместил цитату из другого моего поста. Вот, ну, это все. Ага, то, что вот я хотел сказать, я обязательно этот самый запишу и выложу этот видеоурок в интернет в своем YouTube. Ага. Вот, а также я отправил по WhatsApp презентацию, чтобы вы могли спокойно на большом экране посмотреть как делать пост. В принципе, делать пост не очень сложно. Ага. Вот, и очень многие занимаются таким блогерством в дневниках. И вот еще я хотел бы отметить, что если вы научитесь публиковать посты в дневниках Якутру, это значит, что вы научились публиковать посты во всех бесплатных хостингах. Но есть очень много таких сайтов, которые так же, как дневники Якутру, предоставляют услугу бесплатного хостинга. Вот, и если вы научились публиковаться в дневниках, вы можете любой другой сайт опубликовать. Ага. Вот это самое важное. Вот. Ну, и теперь я хотел бы предоставить слово вот, Иванову Никифору Кимовичу. Вот, он публикует дневники под ником Ник17, ну, латинскими буквами. Ага, так, пожалуйста. Ага. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые слушатели. Иванов Никифор Кимович, вы меня представили. Я врач, предприниматель, коллекционер, немножко кулинар. И вот об этом я и рассказываю на своих соцстраничках. То есть, кроме дневников, я зарегистрирован еще в ВКонтактах, в Фейсбуке, в Инстаграм. И получается так, что я начинаю обычно с дневников, то есть выкладываю новость там, формирую текст, выбираю фотографии для поста. И потом уже начинаю тиражировать. Где-то что-то выкладываю в Facebook, что-то в Instagram. Инстаграм идет всегда в последнюю очередь, потому что в основном я выкладываю с телефона, поэтому там происходит дублирование снимков, фотографий. Поэтому Инстаграм это в последнюю очередь у меня идет. Потому что он их фотографии обрабатывает и получается дублирование. То есть удалять приходится больше. Или можешь запутаться, когда Facebook выкладывает, что сжатые Инстаграм фотографии, они выглядят не очень красиво. Потом хотел бы сказать о том, что вот я был зарегистрирован, сейчас вот посмотрел в дневниках 6 апреля 12... А нет, я был зарегистрирован раньше, а первый пост выложил 6 апреля 2012 года. За это время было опубликовано 820 постов. Вот сегодня первый раз посчитал, удивился. Ага. Ну, скоро 1000. Ага. В основном рассказываю, понятно, о коллекционировании, немножко о кулинарии и всякого разного, тоже потихонечку. Ну, это уже намного меньше, в основном по коллекционированию. Начинал с рассказов о монетах, юбилейных монетах Советского Союза, потом перешел к монетам юбилейным Российской Федерации, их обычно очень много, судя по количеству, где-то монет, наверное, про 700 уже рассказал. Потом где-то около 80 постов есть по кулинарным темам и немножко там всякого разного, что мне было интересно. Хотел бы сказать, что я себя не считаю блогером, просто я выкладываю информацию о том, что мне интересно и может быть интересно другим. Блогеры, которые себя называют блогерами, я могу их разделить на несколько, скажем так, категорий. В интернете, наверное, есть более подробная классификация, но я делю, вернее, людей, блогеров, на тех, кто создает новости или новую информацию, и тех, кто копипастит. И есть промежуточные, которые частично делятся своими новостями,
то есть той информации, которую они собрали, родили, сделали, или немножко копипастят то, что им интересно. В дневниках очень разношерстная компания. Там есть и писатели, и фотографы, и кулинары, и политики, и там около политики. Есть очень, да, вот кулинарная тема очень популярна, и туризм. В дикарях, правда, выкладывают все, что могут. То есть это популярная площадка, поэтому всякую дичь выкладывают. Бывает такое. Что бы я еще хотел сказать про дневники? Я себя очень долго искал на ИКТ.ру, и вот остановился, получается, в 2012 году именно на нем. Мне нравится открытость, свободность и интересные люди, с кем я там познакомился, кого я с радостью читаю, за деятельностью, кого я постоянно слежу. Но со временем кто-то уходит, появляются новые, то есть интерес постоянно сохраняется. Олды говорят, ну те, которые давно уже сидят в дневниках, говорят, что дневники умерли, нету дизлайков, изменился интерфейс, и кладбище большое. То есть этих авторов, которые раньше были интересны, они больше не заходят в дневники. Но я думаю, что дневники продолжают развиваться, и желаю им дальнейшего процветания, новых авторов, интересных тем и всего наилучшего. Может, какие-то вопросы есть, могу ответить. Сейчас я добавлю. Вот я хочу добавить, вот Никифор правильно отметил, да? Для того, чтобы увеличивать просмотры в дневниках и так далее, надо делать синергизм действительно. То есть вот в социальных сетях публиковать анонсы, что вот я там поместил пост, я всегда так делаю и тоже помещаю там во всех социальных сетях, где я зарегистрирован. Вот. И все-таки, что касается общественников, вот общественной деятельности, да, то есть, например, добиться того, чтобы тебя смотрели, чтобы тебя читали, действительно очень сложно. Потому что, вот, например, по самым большим просмотрам, да, вот, какие посты у меня набрали, да, максимальные просмотры, это вот в дневниках ИКТ.ру, это был, вот, я делал пост про рыбный рынок во Владивостоке. Вот когда мы были на форуме во Владивостоке, я с другом поехал на вторую речку, вот, и фотографировал и снял видео о рыбном рынке. И вот этот пост почему-то выстрелил, и набрал свыше 40 тысяч просмотров и входит в пятерку, например, поиска Яндекса. Там, если рыбный рынок Владивостока, там вот мой пост обязательно. И что касается еще один плюс, да, вот насчет Яндекса и других поисковиков, вот дневники ИКТ.ру, они очень хорошо индексируются. То есть, если вы помещаете пост в дневниках или на другом сайте, вероятность того, что поисковик покажет пост в дневниках, выше несколько раз, чем на других. Вот, например, если вы свой частный сайт откроете, то его будут показывать однозначно меньше, чем такой же пост в дневниках. Августа Дмитриевна, микрофон мы нарарали. Гиллерден сагана. Так, и я хотел бы перед вопросами еще привести пример. Недавно, 10 ноября, было торжественное заседание, посвященное 85-летию нашего уважаемого руководителя Климента Егоровича Иванова, вот, на котором мне дали слово как представителю блогерского сообщества. Вот, потому что Климент Егорович Иванов вот, 4 года назад, в 2017 году, начал сотрудничать со мной по публикации его статей, там так далее, в постах на моем дневнике. Вот, и его публикации набирают очень много просмотров. Вот у него все-таки опыт большого политика, он чувствует, что народу интересно,
И вот, например, он написал статью про Алросу, да, то есть более там 10 тысяч просмотров, там другие статьи. Потом он пишет про тех людей, с кем он встречался, с кем он работал. И вот эти посты вызывают очень большой интерес у читателей. Вот и дальше, да, 83 года, через 2 года, да, то есть 2 года назад Климент Егорович освоил Facebook. Открыл аккаунт в Фейсбуке и является активным пользователем. У него более 2200 подписчиков в Фейсбуке. И вот помните, на первом заседании школы блогеров Айталина Никифорова, вот Тайга Пост, да, она тоже вот известный блогер и журналист, она отметила Климента Егоровича как одного из наиболее интересных блогеров-общественников. Поэтому надо все-таки нам учиться у наших старших братьев и как бы осваивать новое. Так, и давайте мы этот очень быстро пролетели, всего полчаса прошло. Так, пожалуйста, переходим к вопросам. Наверное, стесняется. Я хотел бы дополнить Ага. лайфхаки, которые дошли до меня сами. Чтобы заинтересовать, нужно очень внимательно отнестись к названию и первым фразам своего поста, чтобы сразу зацепить человека, чтобы он дальше начал читать. Если вы расположили основную информацию под катом, чтобы он нажал кнопочку «Читать дальше» и поднял вам просмотры, и даже прокомментировал. То есть информация должна быть интересная, в принципе, для, наверное, пользователя, кто читает, а не то, что интересно вам. В моем случае, например, мои монетки, просмотр, посты набирают там где-то в среднем 100-150 просмотров. Потому что есть своя аудитория у меня уже, которая интересуется моими постами. Кулинарные темы, которые я выкладываю, они набирают в 10 раз, наверное, больше просмотров, 1500, 2000, 3000. И комментариев, соответственно, больше. То есть кулинарная тема интересна всегда. Люди любят кушать, люди любят смотреть, люди любят учиться, люди любят завидовать. И я люблю спускать людям слюну перед обедом. Так, еще что хотел бы сказать. Да, нужно использовать ссылки на свои странички в других соцсетях, в ВКонтактах, в Фейсбуке, в Ютубе, вот как делает Николай Барамыгин. Но это уже для продвинутых блогеров, а я себя не считаю блогером, чтобы рекламировать все свои соцстраницы. В принципе, у меня там есть свои подписчики. Много друзей у меня нету, потому что я очень разборчиво к этому отношусь. То есть в Фейсбуке у меня есть лично знакомые друзья, которых я лично знаю, или люди, которые интересны мне, или люди по увлечениям, по моему, по коллекционированию из разных городов. То же самое в Инстаграм, я не на всех подписываюсь. ВКонтакте то же самое. У меня ВКонтакте я немножко подзабросил площадку. А так вот, только интересные мне люди. Потому что бывает такое, что в Фейсбуке какие-то непонятные арабы, какие-то женщины, какие-то мужчины незнакомые подписываются. Вернее, просятся в друзья, я обычно отказываю, если не знаю человека, или он мне чем-то не заинтересовал. Вот, Никифор, поступил вопрос, нужен ли брендбук для блогинга? Наверное, нужен, если вы хотите получить большую известность. Вообще, в топовых блогерах я на ИКТ.ру меня назначили, потому что я на 10-летие дневников, когда был приглашен, мне уже предлагали статус ПРО в дневниках, но я тогда отказался. И спустя какое-то время, проснувшись один раз, зашел на ИГТ, у меня вот статус ПРО. То есть мне его навязала редакция дневников. Еще вопросы есть? Так, вот, Иван, вы можете вслух задать вопросы?
Здравствуйте, да, могу. Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, касательно, что же все-таки лучше, все обо всем, либо там разделами разделять, или выбрать определенную сферу, направленность, ну, своего блогинга? Ну, как правило, блогеры выбирают какую-то нишу и начинают ее развивать. То есть политические обзоры, обзоры фильмов, рецензии, кулинарная тема. Или, например, вопросы, которые связаны там, с защитой животных. Там. Или остро, как сказать, острые новости, которые они комментируют, да, злободневные, которые они комментируют и высказывают свое мнение. То есть, или, если всего понемногу, вы просто распылитесь. И, скажем, на вас не будут подписываться, скажем так, определенная там категория населения, людей. Вот я тоже думаю, что надо выбрать несколько определенных тем и по ним делать большой упор. Да, не распыляйтесь. Да, потому что слишком много тем, это действительно путает мозги. Вот мне тоже читатели в комментах пишут, что вот вы только вчера писали об этом, сегодня пишете об этом, то есть, ну, и так далее. То есть делают замечательно. Учат, да. Иван, еще у вас был вопрос. Да, еще вопрос есть касательно. Вот я знаю, Николай, вы хорошо говорите по-английски, у вас уровень языка очень высокий. Почему вы не делаете, допустим, какие-то, ну, ролики или там на YouTube-канале не на английском, то есть не на иностранном языке? Насколько это расширит аудиторию или у вас направленность больше на субъект? Но тут мы сегодня обсуждаем дневники. Я свой ответ тогда на две части разделю. То есть в основном в дневниках сидят, как вы уже поняли, в основном жители Якутска, близлежащих сел и республики. То есть, а за пределами республики это относительно небольшая часть. И, например, чтобы попасть, например, в поисковик Яндекс на первую страницу и так далее, это действительно надо написать что-то такое, ну, которое будет интересно многим, да, не только якутянам. Поэтому, если писать в дневниках, то все-таки я считаю, что лучше писать на русском языке. Я несколько раз делал публикации на английском, вот они этих просмотров не набрали. Не набрали. Вот. И перехожу ко второму, да, ко второй части моего ответа. Это что касается YouTube, это действительно надо делать вот эти субтитры. Даже если говорить на английском текст, надо делать внизу субтитры, потому что очень много акцентов, диалектов английского языка, и, например, многие могут даже не понять наш английский. Хотя у нас вот у якутов этот акцент достаточно такой мягкий, не рязанский, скажем так. У нас акцент, и поэтому иностранцам легче воспринимать его. Но субтитры надо делать обязательно. Но тут нюанс в том, что для того, чтобы делать видео с субтитрами, это надо над ним долго и тщательно работать. А так как, например, времени у меня не так много, и я стараюсь идти по пути такого, по легкому пути, да, и поэтому я публикую посты без субтитров. Но субтитры в любом случае на английском языке это обязательно, потому что, как вы сами хорошо понимаете, 80 с лишним процентов всей информации, которая находится в интернете, она опубликована на английском языке. И вот недавно в ГТРУ была новость о якутской девушке, почему-то живущей в Китае, которая публикует в своем YouTube-канале видео. Там дальше уже, наверное, в каком году, не знаю. Сергей Августович, микрофон выключите. Вот. Ага. И
ее ролики в YouTube набирают там по несколько миллионов просмотров. То есть на самом деле английский, он, конечно, преимущественный такой язык интернета, язык науки. Поэтому если вы, Иван, хотите дальше развиваться, то вы можете вначале начать на дневниках на русском языке, да? Потом, если как бы набьете руку и так далее, то вы можете открыть свой сайт и на нем помещать уже материал на английском языке. Вот, в принципе, я, как уже было сказано, в 2014 году открыл свой дневник. Вот, и в прошлом году, то есть это получается спустя 6 лет, я открыл свой сайт. Но сайт, он требует уже денег. То есть надо платить за хостинг, надо платить за подтверждение. Там есть эти плагины безопасности, то есть это все деньги, понимаете? И если, например, если вы не считаете, что как бы необходимым оплачивать вот эти услуги, да, то тогда лучше оставаться на дневниках, которые не требуют от вас денег. Но если вы хотите публиковать на английском, то, конечно, вам надо задуматься и потом в будущем или сейчас даже сразу открывать свой сайт и там, например, писать по-английски. Но там проблема в том, что многоязычные сайты, это действительно очень проблематично. Я изучал этот вопрос, вот, как делать многоязычный сайт, но это очень сложно, то есть технически. И не у всех получается. Поэтому и это как бы не тема для сегодняшнего разговора, потому что мы говорим людям, как начинать публиковать посты на дневниках. Вот поэтому, а на дневниках действительно все сделано для удобства пользователей, для удобства дневниковцев, и очень нетрудно, да, очень просто можно начинать вот свою блогерскую деятельность. Хотел бы добавить, что в дневниках есть, были люди, которые начинали там, оттачивали свое мастерство и выходили в большой свет. Да. Да, кто-то становился вот известным блогером, уже не то что мирового, может федерального масштаба даже, которые, или те писатели, которые начинали публиковать свои первые рассказы в дневниках и потом перешли в более профессиональные сферы. Да, также и фотографы, которые вот любители были, стали сейчас уже известными фотографами. Фамилии называть не буду, потому что могу ошибиться, кого-то забыть, поэтому о том, что еще хотел бы сказать. Получить всемирную известность, публикуя фотографии в дневниках, я думаю, можно. Вот, свежий пример из моей практики. Я в конце августа вот этого года опубликовал фотографии с дачи. С дачи. И Дмитрий Михайлов, блогер, тоже в дневниках «Тремит. Страшные истории Якутии». Он одну фотографию у меня взял, выложил в Пикабу и понеслась. Ко мне приезжали из Reuters, международное агентство новостное, сняли видеосюжет, фотографии, взяли интервью, и новость об этих яблочках разлетелась по всему миру, начиная, вот, скажем так, с Крыма. В Крыму была передача специально, значит, где-то еще каким-то региональным российским, может, каналам, и до Америки. Но американские новости я не мог почему-то смотреть, потому что было заблокировано все. А так и на Шри-Ланке с ним, вот этот Рейтерс было перепощено на шри-ланкийском языке, на ланкийском вернее. Еще где-то в Европе было, то есть, в принципе, вот эти яблочки даже стали называть как-то pearl size, как жемчужинка. Так что, еще вот было, по-моему, в дневниках на ЕКТРУ, по-моему, новости были, женщина фотографировала мокрое белье, тоже получила мировую известность. Или это наша девушка, которая фотографировала ресницы. Да, ресницы, потом она с комарами сфотографировалась. То есть, в принципе, ЕКТРУ смотрят, и любая новость ваша может выстрелить, или фотография. Так что не опускайте руки. И вот я хотел бы сказать про Никифора, да, вот то, что он сказал, на английском языке он посмотреть не мог. Это получается, его новость или новость о нем попала в платный контент.
Ага, да, потому что вот по свободе интернета, да, то есть Россия пока, хотя мы ругаемся, что интернет нас зажимает, но в мире она является одной из наиболее свободных стран, где еще доступ к контенту и так далее регулируется более-менее слабо. Так, еще вопрос. Вопрос тоже, да? Да, пожалуйста, Степан. Вы сказали, и вот проскользнуло в вашем рассказе, да, что титры. Вот, например, если я хочу перевести там с русского на якутский, ну, не на английский, конечно, печатать надо самому, да? Или как? Или это есть автоматический перевод? Титры это для видео в YouTube. Ага, для видео в YouTube, да, а так хэштеги. То есть хэштеги это просто решетка и слово. То есть можно и на любом языке. На любом языке. На русском, на якутском. На английском. Ага, на английском, на японском. Вот я ставлю, да. То есть вот в принципе этот такой титры в дневниках и внизу, например, поста. Вы можете вот эти поставить хэштеги и вот темы, да, о чем этот пост. Ага. На русском, на якутском сделайте, и тот, который будет искать что-то по этим темам, он по этим хэштегам быстрее найдет вашу информацию. Да, выйдут поисковики. Потому что, как мы уже сказали, этот дневники якутры очень хорошо индексируются поисковиками. Еще вопрос? Могу задать, да, еще один? Да, пожалуйста, конечно. Подскажите, пожалуйста, вот, Тимофей, Николай, сколько необходимо тратить времени для ведения блогинга в дневниках и сколько вы тратите? Ты сколько тратишь? Не знаю, ну, например, я выделяю время, несколько часов, или часик, или полчаса, чтобы подготовить информацию. Ну и во время готовки надо мыть руки, фотографировать, успеть до того, как съели. И потом есть такая удобная на ИКТРУ функция в дневниках, отложенная запись. То есть можете выложить там с интервалом в один день, там, в 1 час, в неделю и выставить день, время, когда откроется пост для чтения другими пользователями. И в это время как бы по таймеру выйдут ваши новости в выбранное вами время. То есть бывает такое, что, например, я вот в конце августа, в начале сентября был в Чите, и чтобы не прервать серию своих постов о монетах, я все выложил заранее и поставил тайминг там раз, через день. То есть понедельник, среда, пятница в 9 утра у меня выходили мои посты, не завися от того, был я в интернете или не был, или я спал, или был занят. То же самое я сделал в октябре, потому что в деревне, где я работал во время отпуска, интернет был не очень хороший, поэтому я заранее озаботился, выложил все посты, и в течение октября, когда я работал, они выходили с той же периодичностью, которую я выбрал. Вот, и тут есть такой принцип, называется не навредить, да, то есть рекомендуется публиковать нечасто. То есть, если человек публикует часто, это называется спам. То есть, уже как бы человек задевает мусором информационным. Да? Поэтому я себя заставляю не публиковать в дневниках часто. То есть, я 3 раза в неделю, вот у меня такой график, понедельник, среда, пятница. То есть я выкладываю посты. Да, то есть. Мы одновременно пришли к этой мысли? Да, то есть я тоже. Потому что пишут, слишком часто, когда печатаешь, никто потом смотреть не будет. Поэтому у меня где-то, как вот Никифор сказал, подготовка, то есть и сбор информации может занимать время, а сама публикация поста, в принципе, если он уже сложился в голове, то недолго. Полчаса максимум, я думаю. Вот, и что касается других, например, да, у меня, как я уже говорил, свой частный блог, этот nickbara.ru, там каждый день публикую. Но там как бы стараюсь покороче делать посты, потому что вот во всех учебниках блогинга пишут, что
500 слов. Это тот предел, больше которого человек сейчас не читает. То есть, если вы напишете текст несколько тысяч слов, считайте, что вас прочтут только вот шапку и все. Ага. Ну, или прочитают единицы. Да, или очень мало прочитать. Ну, Вот, поэтому там я каждый день публикую, но там короткие. И в социальных сетях, вот я больше зависаю в Фейсбуке, у меня там 5000 Facebook френдов, я дошел до предела уже давно, да, то есть, и как уже Никифор сказал, у меня около 900 заявок на дружбу, там висит, короче. чистить. Ага. Я их не принимаю просто. И лимит у меня вышел, и А отдельную страничку безлимитную, ее надо раскручивать как свой блог тоже самое получается. То есть это затратно и времени занимает. Вот и там в Фейсбуке пишут, минимальный разрыв между постами в Фейсбуке должен быть минимум 3 часа. То есть если вы публикуете чаще 3 часов, то есть пост чаще, чем раз в 3 часа, вас, во-первых, этот алгоритм, этот робот, который дает ваши публикации читателям, он вас заблокирует и никому не покажет. Понимаете? Поэтому блогинг не занимает очень много времени. То есть потому что уже как бы сам алгоритм блогинга, да, он уже установился, и он требует, чтобы люди более вдумчиво как-то относились, да, и к публикациям, и не публиковали все, что им в голову придет. Да, и грамотность. Да, и вот Никифор совершенно правильно отметил, что люди смотрят на грамотность в написании вот постов. Вот Павел сказал, что можно использовать просторечные слова, там так далее, но с этим не надо перегибать палку. Ну и, конечно, если человек пишет коряво и неграмотно, его уже часто смотреть не будут. Если не сожгут. Да, виртуально. Да. То есть вот это такое. Так, еще вопрос. Ага. Еще 3 вопроса, и уже час закончится. Вопрос еще один. Частный, наверное, касательно. Вот я планирую на YouTube канал открыть, посвященный науке, авторский, наука лайф, и хочу создать какой-то авторский блог, в смысле авторскую сайт или статью. Нужно ли, наверное, вопрос, можно ли использовать дневники? Если, наверное, правильнее будет, наверное, так, что я хотел отдельный сайт, но чтобы, как вы сказали, что там, в принципе, надо оплачивать, хотя если там будет такой адресная строка будет большая, то там не так дорого, по идее. Но можно ли использовать дневники как личный блог, или все-таки лучше создать на другом сайте блог персональный? Ну вот, например, я из своего личного опыта, как я уже сказал, я открыл свой частный блог. Ага, и вот по предложению первого президента Михаила Ефимовича Николаева, там же вот на этом же хостинге открыл сайт, посвященный усадебному хозяйству Якутии. Вот, но в месяц 900 рублей чисто только на хостинг. Ага. Плюс надо платить за подтверждение, защищенный интернет, я забыл, как называется. И плюс еще вот требуются определенные платные плагины для WordPress, для того, чтобы они по-нормальному работали. И бесплатные просто не работают. И получается так, если посчитать, то в месяц выходит где-то около 2000 на сайт затрат. Вот. И надо, чтобы они как-то отбивались. И это первое. Второе, что касается YouTube и дневников, как я в своей презентации показывал, вы можете свои ролики в YouTube выкладывать в дневниках, в постах своих. И это поможет раскрутке вашего YouTube канала. Потому что все просмотры в дневниках, они тоже фиксируются в YouTube как просмотры. Вот. Поэтому я считаю, что если вы хотите открывать свой YouTube канал, вы должны обязательно открыть бесплатный дневник в дневниках Якотру. Да? Да. Это не помешает просто.
просто не помешает. Да, выложить само видео или ссылку на видео. Да. Потому что есть блогеры, которые в дневниках, они такое зажигательное название поста, для затравки там самое интересное, привлекающее внимание, там буквально несколько строк. И ссылочка потом под капотом идет или сразу на их страничку там в YouTube, ВКонтакте или где-то на сайт. То есть они хитро поступают, они привлекают внимание, и человек вынужден туда перейти, чтобы дочитать эту новость там, или какую-то информацию. Вот, и что касается, например, новостей науки, вот в дневниках, которую есть автор Сурбере, он занимается тем, что вот целенаправленно копипастит новости науки. И у него так очень хорошо этот уже отработана схема публикаций, что он набирает достаточно много просмотров и входит вот в топ наших дневников. То есть копипастер может разный быть. Да, то есть он такой вот очень хороший. Ну, я тоже копипастер, потому что я всегда там в своих блогах стараюсь вот о чем я рассказываю, например, не своими словами только, да, но со ссылками и вот с текстом из авторитетных источников, из той же Википедии, например. Ага. Так, пожалуйста, еще вопрос? Ну, тогда я спрошу, Августа Дмитриевна, вам понятно? Спасибо. Августа Дмитриевна, Спасибо. понятно, нет? Это Да. понятно? То есть вы... Понятно, понятно. ну, этот, Понятно. вы потом, да, вот последний совет, да, повторяй. То есть вы, например, выложили пост, и так же, как я делаю, ссылку на пост в группу в WhatsApp. Ладно, Николай Андреевич, ладно. Будем пробовать. Да, обязательно. И вот, вот у меня такой вот опыт, да, такой. Вот если вы, например, ссылку на YouTube вкладываете в пост, из 20 человек, которые посмотрели пост, один посмотрит это видео. Ага. Ясно. Да. А если вы, например, ссылку на пост отправите в WhatsApp, то из, например, 31 обязательно посмотрит. Кто-нибудь. То есть это закон больших чисел. К примеру, Климента Егоровича будем следовать. Николай Андреевич, пока. Климент Егорович – это пример для подрастающего поколения. Это наших старших товарищей. Потому что 83 года освоить Facebook, он когда освоил Facebook, я вообще был, думаю, у Байбыталов молодец тема. Это же действительно надо же писать. И он еще пишет вообще, там большие тексты набирает в Фейсбуке. Вот, ну, тогда у нас время закончилось. Ага. Очень приятно было встретиться. Вот будем надеяться, что наши занятия будут полезными. Вот следующее занятие я планирую через неделю. Сейчас ищу выступающих. Вот, и следующее занятие будет на тему YouTube и TikTok. Вот, и по ТикТоку согласился выступить Федот Семенович Тумусов. Надо же. Да, он согласился. И вот он сказал, с 6 вечера по-нашему, с 12 с Москвы у него будет там заседание комиссии, но перед комиссией он зайдет к нам на занятия школы блогеров и расскажет о своем опыте в социальных сетях и о том, как он стал ТикТок-блогером. Это я еще сам не дошел до этого, а Федот Семенович, у него там свыше 100 тысяч подписчиков в этом ТикТоке. Ну, ясно. И еще... Спасибо. YouTube. Спасибо выступающим. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.